Сегодня мы с тобой в замечательном новом месте. Попробуем ливанскую кухню, это кафе «Фатуш». Артем, кому как не тебе знать, как я люблю эти разнообразные встречи, семинары, визиты иностранных гостей. Буквально недавно я была на одной из таких. К нам в республику приехал знаменитый философ Оскар Бренефье. Отчет о его визите прямо сейчас. Классический костюм с элегантной шляпой и походным рюкзаком. Этот образ сразу выдает иностранца. Впервые во Владикавказ приехал известный французский философ Оскар Бренефье. Встречали основателя Института философии в узком кругу. Премьер Сергей Такоев и именное трио «Алан», министр образования и науки Республики Алан Угоев, министр по туризму Алан Диамбеков и общественный деятель Алан Бегулов. Самое популярное в Осетии имя пришлось по душе заморскому гостю. Оскар приехал не с пустыми руками. В подарок чиновникам он привез свои книги. Также сразу провел краткий курс практической философии. Его работы могут изучать все бизнесмены, учителя и даже дети. Главное в любом деле, считает философ, это иметь на все четкий ответ – да или нет. Лишние слова создают путаницу. В бизнесе, например, из-за этого происходит трата энергии и трата времени. Люди не могут работать вместе из-за того, что отсутствует доверие. Они не знают, как вести совместный диалог. Поэтому мы работаем над организацией совместного мышления. Это не объединит всех, но научит думать, быть терпеливыми, правильно пользоваться временем. Часто у нас что-то не получается, поэтому мы слишком нетерпеливы. Оскар Бренефье пробудет во Владикавказе 5 дней. За это время он проведет несколько семинаров с преподавателями, политиками и общественными деятелями. Организаторы уверены, в республике есть множество проблем, которые можно решить с помощью практики критического мышления. Она подразумевает глубокий анализ всех событий жизни человека, а также извлечение полезного опыта. Летний кинотеатр «Ракушка» продолжает радовать нас своими фильмами. 19 июля нас ждут «Джентльмены удачи», а 20-го – «Танцор диско». Продолжение индийской темы. Артем, ты когда-нибудь был в Индии? Нет, но очень хочу туда поехать. Тебе не нужно никуда ехать, во Владикавказ приезжает Индия. Ты только представь, целый месяц будет проходить индийская ярмарка, чарующие запахи и буйство красок. Я тебя с собой возьму. Договорились. В прошлый раз мы были на рок-концерте, но теперь нас ждет вечер блюза в арт-клубе Infinity, это 18 июля, а 19-го концерт группы White Honey. Артем, признавайся, смотрел шоу «Голос»? Да, пару раз, но моя мама очень любит. Я уверена, что твоя мама болела за нашего соотечественника Давида Бугаева. 24 июля в ресторане «Версаль» пройдет его первый сольный концерт. Как ты относишься, Тома, к научной фантастике? С интересом. У тебя есть такая возможность посмотреть один из лучших фильмов о научной фантастике современности. 24 июля в кинотеатрах России премьера фильма «Планета обезьян. Революция». Обезьяны вместе! Сила! Мы пришли с миром! Они животные! Не стреляйте! Война началась. Артем, я точно знаю, куда тебе нужно пойти. Очень интересно. 21 июля в литературной гостиной пройдет клуб актерского мастерства. Да? Мне кажется, это прям твое. А 22 июля премьера фильма Алины Туаевой «Тырышгом. Родина осетин». 19-20 июля в отеле «Вертикаль» в ЦЕИ пройдет выступление группы «Иллинойс». Сегодня ребята у нас в гостях. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Как образовалась группа «Иллинойс»? Кто был автором, кто придумал, кто собрал вас? Ой, это, наверное, самый сложный вопрос, который только можно задать.
Когда-то, очень-очень давно, мы еще не были Иллинойзом, мы были просто ребятами, которые играют музыку, учились на Иньязе. И, ну, трудно сказать, что мы что-то там играли, бренчали, грубо говоря. Но потом время прошло, и мы собрались уже в данном составе коллектива. То есть Сосик к нам пришел. Были 3 неизменные всегда. Это Алан Алборов, басист, Артем, это мега-драмер, который просто гроза женщины, покоритель сердец. Ну и я. А Сосик к нам присоединился вот около года. Такой позитивчик ходить. А вы сами пишете песни? Да, Кто автор абсолютно. ваших текстов, музыки? Наверное, единственный случай вообще в моей музыкальной практике, когда песни пишет вся группа. То есть слова, допустим, Сосик, музыкальная идея проходит через все вот эти инстанции, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, и обрабатывается, нарастает, уже получается финальный аранжировка. Да, было очень Какие весело. исполнители повлияли на ваше творчество? Ну, группы. Дело в том, что у нас у 4 у всех разные вкусы Да, были. это- То есть Все прошли через разные фильтры, вот, через разные вот. и я не признавал ничего, Стиля. кроме инди. Допустим, Сосик. Да, я пришел, я любил только там soul, R&B, что-то вот в этом роде, как бы. Артем у нас слушает такую музыку, Heavy metal. heavy metal, hard, причем death, там что-нибудь. А Алан, для меня загадка, что слушает. Алан на самом деле слушал инди и брит-поп. Ну да, Он очень любит брит-поп брит-поп, да, вот британцев. Будет вот на вертикале, будет эта песня? Я думаю, в вертикали уже будет даже электронный вариант полностью. То есть у нас никто не играет в группе, не в группе, а в Осетии, в принципе, Да вообще я не знаю в России таких групп. которые, допустим, используют такие вещи, как сэмплеры, как MIDI-подключение. То есть банально у всех синтезатор стоит, и там что-то они... Да, то есть вот я знаю, в России есть группа, которая вот играет либо вот с живым звуком и чуть-чуть там поет кто-то на синтах. И есть группа, которая играет чисто электронный звук. У нас получается, что вплоть, ну, я-то понятно, на синте всегда играю. У нас и, по идее, дальше будет все идет к тому, что у гитариста есть гитара и рядом еще тоже маленькая MIDI-клавиатура, на которой он делает электронную часть музыки. И у басиста есть такая же клавиатура, у ударника есть электронные пады, на которых он делает. И таким образом мы добиваемся чего-то нового. А? Да, она помогает. Не, на самом деле изначально как бы тяжеловато было найти эту грань между дружбой, тем более как бы не сразу все сдружились, допустим, вот я пришел, я был новый человек в коллективе, и как бы это тоже вот что-то внесло новое и повлияло на взаимоотношения других людей, как бы в группе. Потихоньку как-то сейчас вот у нас нет такого, что я дружу вот с Возгеном, а Алан и Артем там в своей компании тусуются, нет. Хотя изначально я как-то подружился с басистом, и вот как-то если это лично за мой вариант, если за мою линию говорить. Сейчас мы вот просто вот реально вчетвером дружим. Но, конечно, тяжело было, еще раз говорю, эту грань найти между дружбой и работой. Но потом как-то мы пришли к этому и сказали, давайте мы приходим, мы работаем, закончили работу, уже начинаем веселиться. Ну, конечно, это не говорит о том, что мы приходим как роботы такие. Ну как Кто-то пошутил. Вертикали готовитесь? Да. Мы очень надеемся, что действительно будет Если честно, круто, вот- и получится сделать все то, что задумали. Изначально отнеслись к этому как-то достаточно предвзято, лично я. Думал, ну будет вечеринка, как вот у нас бывает вечеринка. Сейчас вокруг этого столько шума, и я такой, ребята, мы должны отжечь. Нет. Говорили про альбом сейчас записываете, Да. Вот расскажите про него, когда он выйдет, куда планируете. На самом деле, вот мы недавно еще поехали в Москву, записали вот наш альбом, он еще готовится, непонятно как, очень как бы все затяжно, ну как это обычно бывает вот в России. Но при всем при этом мы приехали и начали сами делать здесь музыку, записывать что-то как-то. Идеи приходят реально, вот последняя песня это реально идея, которая пришла вот совместно родилась, совместно была сделана. И вот она вот, как сказать, вот реально на стыке фанка,
поп, электромузыки, хаоса. И вот как-то все очень перемешалось и очень гармонично тоже. Все было очень странно. Допустим, Сосик наиграл мотив, он был совершенно другой, то есть, чем в финальной версии. Артем взял и просто сделал прямую бочку. Мы сидим, ну, вроде классно, вроде прикольно. А что-то не так. Тут Сосик подлетает, как ужаленный. Я придумал! Что ты придумал? Смотри, и начинает наигрывать тот же мотив, только вот в стиле хаус. Вот такой вот он получился кочевый. Наверное, хотелось бы, да, выступить? Уже готовы? Насколько большая сцена? Да. Ну, не знаю, если куда-нибудь позовут в Москву. Нет, какие да, размеры там или как определяется? Нет, ну какая разница, охвату. выступать на маленькой сцене или на большой, Да. если материал есть? Отдача абсолютно одинаковая. бывает одинаковая, просто единственное, что на большой сцене немножко больше устаешь, потому что людей больше. Как бы мы не отличаемся каким-то суперпрофессионализмом, далеко не отличаемся, но мы любим шоу. И как бы в дальнейшем я очень хочу, чтобы у нас так стало. Как бы сейчас это не всегда позволяет. Мы как бы и драйв, и зажигаем, людям нравится. Люди подходят и говорят: боже мой, какие вы энергичные, сколько энергии. Это круто, это приятно. Но мы хотим, чтобы было шоу. То есть не так, что вышли на сцену, попели, похлопали и ушли. Нет. Ребята, что его вспомнят с репертуаром? Прямо сейчас. Круто. Это лето не дает покоя. Это лето ничего не беспокоит. И это лето и я теряю себя. Вечеринки до рассвета, каждый вечер пати кровати. Если этого не хватит, мы вернемся еще. И танцуй шипуку лета, ты по-летнему одета. Солнце жарит до упаду. И это лето и я теряю себя. Вечеринки до рассвета, каждый вечер пати кровати. Если этого не хватит, мы вернемся еще. И танцуй шибуку лета, ты по-летнему одета. Солнце жарит до упаду.